Приветствую, дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра, и мы смотрим с вами карту дня, события дня на 3 марта. Это у нас четверг. Смотрим на колоде «Цыганский пасьянс», события дня. Каждого знака начинаем с овнов по традиции. Овны всегда первые. Так, что ждет овнов 3 марта? В четверг события. Покажите, что будет. Какие события будут у овнов 3 марта? Смотрим. Ага, смотрите, первая победа, флаг. Ну, это какое-то достижение, результат какой-то. Если у вас соревнования, да, тогда это может быть победа. Состязание, соревнование с кем-то. Якорь. Якорь показывает, что вы можете что-то закончить, доделать. Первый вариант. Второй вариант. Вы можете где-то заякориться надолго. Провести много времени в одном месте. Солнышко. Отличное настроение у вас будет. Шарики. Хорошие новости. Радостные даже, можно сказать. По шарикам идут. Траты могут быть, мешок с деньгами. Ну, у некоторых зрителей проигрывается как поступление, поэтому тут уж трудно сказать. Может быть, даже и поступление будет, а не траты. Общение с другом, подружкой. Общение, переписка, встреча, в общем, ну, какой-то контакт. Так, хорошо. Смотрим периметр. Строго горизонтали, строго вертикали. Проверяем. Смотрим, что здесь. Горизонтали ничего, вертикали. Дорога есть. Поездка какая-то будет в этот день. Дорога. Кстати, якорь может показывать в дороге прибытие, да, то есть прибытие на место. Есть нерешенный вопрос дела у вас в этот день. Какой-то вопрос, который не получается решить. Так, здесь нет, здесь нет, здесь нет. И события в месяце еще. То есть это что-то, что происходит с вами каждый месяц в этот день будет. Смотрите, получается у вас первое, да, то есть это нерешенное дело, результат достижения, победа. Хорошие новости, отличное настроение, что-то получается закончить, доделать. Да, но я думаю, что, скорее всего, это будет прибытие, да, поездка, прибытие, события, связанные с деньгами, поступления, траты, общение с другом, подружкой и события в месяце. Что-то, что повторяется периодически с вами, да, вот каждый месяц. Вот такая куча событий у вас тут выпадает на четверг. День будет у вас очень активный, овны. Благодарю за внимание. Перехожу к тельцам. Так, смотрим. Тельцы. 3 марта. 3 марта, четверг, события для тельцов, для моих зрителей тельцов. Покажите, пожалуйста, 3 марта, четверг, какие события будут. Смотрим. Сундук. У вас точно будет получение прибыли в этот день. Поступления будут финансовые. Все хорошо будет в личной жизни, любовь. У кого нет, может быть знакомство.
Ну, знакомство, флирт. Гости. Исполнение желания. Так, бокал нельзя, потому что уже зафиксирована эта карточка. Ножницы. Разрешение вопросов, решение каких-то дел. Так, проверяем периметр. Смотрим, что здесь. Рыба есть. Рыба – это обман, скользкое дело. Да? То есть это когда вам что-то предлагают очень заманчивое, но это обман. Да? То есть там на самом деле ничего хорошего нет в этом предложении. Так, солнышко – это хорошее настроение у вас. Здесь нет карточки. Письмо нельзя, потому что зафиксированы. Нет совпадений. Смотрите, у вас выходит первое: получение прибыли. Все хорошо в личной жизни, любовь, исполняется желание, гости, отличное настроение, решение какого-то вопроса будет в этот день. И вот, скорее всего, это в конце дня будет последним событием. Либо в начале, либо в конце дня. Скользкое дело, то есть какое-то предложение вам предлагают, и кажется оно очень выгодным, очень заманчивым. Вот для вас это должен быть знак, что это, скорее всего, обман какой-то. Вам нужно перепроверить, да, вот то, что вам предлагают. Там есть какие-то нюансы. Благодарю за внимание, тельцы. Перехожу к близнецам. Близнецы, 3 марта. Близнецы. Ссора, смотрите, выпадает первая, да, конфликт. Но это такой несерьезный конфликт. Решение вопросов, решение дел по ножницам всегда идет. Особенно те, которые долго не удавались, не получались, хорошо решаются по ножницам. Обман, смотрите, есть. Возможно, кстати, обман, ссора. Да, то есть вы выясните, что вас обманывали, будет конфликт. Ну, да, небольшой такой, знаете, разногласие скорее. Так, дети. События связаны с детьми, цыпленок. Вы можете проводить время с детками в этот день. Могут быть не ваши дети.
Там внуки, племянники, дети друзей, ученики, да, как вариант. Или если у вас нет в окружении детей, тогда это может проигрываться как что-то новое появляется в жизни. Да, вот как цыпленок вылупляется, новая жизнь. Может быть, что-то новое. Так. Угу. Больше не вижу совпадений. Значит, у вас, смотрите, у вас в этот день ссора, у вас в этот день, ну, либо уборка, иногда как уборка проигрывается, метла, ножницы, решение конфликтов, общение с детками и обман. Так что вот вам нужно быть осторожными. Могут обмануть вас. Благодарю за внимание, близнецы. Перехожу к ракам. Сейчас будем смотреть, что у раков. Так, раки. Третье марта, четверг. Марта, четверг. Покажите, пожалуйста, события для моих зрителей раков на 3 марта. Что будет происходить у них 3 марта? Покажите мне. Смотрите, у вас будет радость, да, прекрасное настроение, хорошее самочувствие может показывать солнышко. Якорь может показывать, что вы что-то доделаете, закончите или где-то проведете много времени в одном месте. Может быть тайное свидание, тайная встреча какая-то, любовь, тайное свидание, любовь. Успех. Все будет получаться, у вас все будет удаваться. Ключик. Ключик всегда показывает то, что у вас открыты двери, да, перед вами. Нет никаких преград, нет никаких сложностей, поэтому и успех. Да, то есть вы добиваетесь успеха, потому что нет преград. Все двери открыты. Так, хорошо. Смотрим теперь периметр. Строго горизонтали я проверяю. Строго горизонтали нет. Нет, и строго вертикали проверяем. Верность. Это гармоничные отношения в паре. Да, то есть у кого есть уже пара, семья, будут прекрасные взаимоотношения. Так, здесь нет, нет, нет и нет. Получается, что получается? У вас отличное настроение. Якорь показывает, что вы можете где-то провести много времени, да, допустим, полдня где-то в одном месте. У вас все хорошо будет в личной жизни, может быть знакомство, если вы сейчас один или одна. Для пар показывает отличные отношения, любовь, гармония, может быть праздник в этот день у вас, как у пары. Тайное свидание и ключ, никаких преград, никаких препятствий. Так что у вас вот просто замечательный день получается. Четверг. Все события очень хорошие. Благодарю за внимание, раки. Перехожу ко львам. Меняем значок, смотрим, левушки, что у вас? 3 марта. Ой-ой-ой, поразлеталось все. Так, левушки, 3 марта, четверг.
Покажите, пожалуйста, события для моих зрителей львов. Что будет происходить у них в этот день? 3 марта, четверг. События для львов. Покажите мне. Смотрите, первое выпадает сразу же обман, маска. Надо остерегаться. Возможно, кто-то вас захочет обмануть. Угу. Смотрите, открывается какая-то тайна, какой-то секрет. Возможно, вот эта тайна, которая откроется, вы узнаете, что вас обманывали, как вариант. Обманывали и скрывали. Разлука, расставание. Ну, как бы тут может даже у кого-то проиграться, да, что вы с этим человеком разрываете отношения. А у кого-то проиграется просто, как кого-то провожаете с чемоданом. Приглашение. Вас куда-то могут пригласить. Кстати, смотрите, с чемодана можете и вы уехать. Да, то есть вот приглашение, чемодан. Казенный дом. Казенный дом – это какое-то госучреждение, госструктура. Ну, например, если вы уезжаете, да, с чемоданом или провожаете, это может быть даже аэропорт, ЖД вокзал, как вариант. В общем, посещение какого-то госучреждения. Смотрим периметр теперь. Это событие в доме. Может быть, то есть это у кого-то, не обязательно у вас в доме, а у кого-то из родственников в роду, да, то есть событие, приглашение. Солнышко, отличное настроение у вас будет на этом событии. Я так понимаю, что вы на это событие поедете. Тем более у меня карты падали, когда я мешала, да, то есть часто это показывает какое-то перемещение, передвижение. Так что, может, даже поедете на какое-то событие. Так, тут нет, здесь ожидание, смотрите. Ожидание может проиграться, как, например, ожидание в зале ожидания. В аэропорту, на вокзале вы ожидаете, например, отправления с чемоданом. Так, здесь нет. Нет и нет. Рассказываю, что у вас получается по очереди события. Какой-то обман, первое событие, да, поэтому вот особенно утром будьте начеку. Да, вот какая-то информация поступит, вы узнаете о том, что вас обманывали. Открываются тайные секреты, вас куда-то приглашают, вы, ну, видимо, едете с чемоданом, у вас отличное настроение, ожидание госучреждения и события в доме. Так что вот такие события. Лёшки, очень интересный день получается. Поездка точно какая-то, наверное, будет. Потому что карты при помешивании подтвердили. Благодарю вас за внимание. И переходим к девам дальше. Девы. 3 марта. 3 марта, четверг. События дня для моих зрителей дев. Покажите мне, пожалуйста, события дня. Что будет происходить у дев 3 марта в четверг?
Корона – это встреча с представителем власти закона, да, то есть с каким-то очень важным человеком. Вам надо будет встречаться в четверг. Откроется какая-то информация, да, тайна, секрет, замок открывается. Ну, иногда еще замок что-то закрытое может быть. Дорога. Ну, кстати, представители власти, например, это может быть человек, который сопровождает в дороге, да, если вы едете там на самолете, на поезде, или как вариант еще может быть проверяет документы, да, там пограничник, допустим. Ножницы, решение вопросов, решение дел каких-то. Застолье. Обман. Так что будьте осторожны. На застолье, кстати, может быть. Вот те люди, да, с которыми вы будете вместе где-то пировать, вот надо обратить внимание, то, что они будут рассказывать, может не соответствовать действительности, да, что там будут приукрашать. Ожидание. Ожидание может проиграться, например, в поездке, да, то есть вы, например, ожидаете поезда, ожидаете самолета, может так быть. Так, смотрим периметр. Я еще не проверила периметр для вас. Успех, смотрите, есть еще. Успех. Так, тут нет карточки, здесь нет. Солнышко нельзя, потому что зафиксировано. Здесь нет, здесь колокольчик. Колокольчик можно. Колокольчик – это пустые разговоры. Можете с кем-то долго болтать. Я думаю, что вот смотрите, пустые разговоры на застолье, да, и в этих пустых разговорах просто там что-то человек приукрасит. Скорее всего, так обман проиграется. Угу. Так, здесь нет. Смотрите. Первое. Встреча с каким-то влиятельным человеком, ну, представитель власти закона. Затем открывается тайна, секрет, поездка, решение вопросов, застолье. На застолье может быть обман, пустые разговоры, ожидание также будет в этот день. И успех еще вас ждет. Успех и решение вопросов точно будет. Так что у вас день очень будет, смотрите, активный. Дорога, и решение вопросов, и застолье. В общем, все подряд тут намешано. Благодарю вас за внимание, девы. Дальше я перехожу к весам. Знаки от весов до рыбок у меня будут во второй части видео. Если вам нужна вторая часть, вы можете пройти по ссылочке под этим видео. Есть ссылка на вторую часть. Или же можете написать мне в комментарии, я вам ее пришлю. Жду вас на второй части.